Добрый вечер. Я даже не знаю, с чего начать. Я в диком шоке. Я просто даже себе не представляю, в каком уме нужно быть, в каком разуме, чтобы совершить групповое нападение на одну девочку, тем более не местную. Это все произошло примерно 9:30 вечера 7 июня. Я шла с набережной домой, был темный переулок, они подъехали на белом минивэне, выскочили вчетвером, напали на меня, назад за Хамида и ее родная сестра. А третья девушка меня держала, то есть я не могла поспособствовать, то есть я себя не могла никак защитить. Они вырвали из рук у меня телефон, начали жестоко избивать, повалили на землю. Также был мужчина, которого личность мне неизвестна. Я только лишь знаю, что его зовут Беслан. Взрослый мужчина лет 45-50 в этом районе. После того, как они меня избили, навстречу с другой стороны шло двое человек. Они их увидели, испугались и убили. К мужчине, из-за которого все произошло, я никакого отношения не имею более 2 лет. Я с ним не контактирую, я не веду с ним никакие переговоры, общения, переписки, встречи. То есть никакого внимания уделено с моей стороны к нему не было, так же, как и с его стороны ко мне. История началась еще с 2023 года. Пока я была в другом городе, проходила практику, это мой бывший молодой человек. Данная особа решила ухватить мужика. Причем, что он женат официально, и у него 3 детей. Я даже не знаю, что управляет такими людьми, чтобы совершать такие поступки. Они все взрослые, у них у всех есть дети. Они совершенно не подумали о последствиях, что будет после. Я не считаю, что я в чем-то виновата, потому что я не общалась с ним, я не уделяла ему никакого внимания, чтобы проявить ее агрессию к себе. Я бы никогда в жизни так не смогла поступить ни с одним человеком, а уж тем более угрожать матери, да, о покушении на убийство. В данной ситуации мне бы хотелось придать максимальную огласку, потому что какое она имеет право нападать.